Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас вторая лекция, посвященная этапам становления башкирского кинематографа с Ириком Амантаевым. Кто, может быть, первую лекцию пропустил, я пару слов скажу. Ирик Амантаев – это кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения и башкирского языкознания Уфимского университета, да, науки и технологий. Пока еще запинаюсь я на этом названии. Вот. У нас была первая лекция, которая была посвящена в целом тому, как в мире зарождался кинематограф, как он пришел в Россию, в Башкортостан, как его использовали. Вот мы узнали такой термин, как карнавализация, потом как в начальном советском периоде использовали кинематограф как для агитации. Ну и в целом интересный был очень экскурс в историю, поэтому настоятельно рекомендую первую часть посмотреть, если вдруг пропустили. Вот, сегодня у нас вторая часть, уже так помню, что с 1928 года, да, вы начнете повествование, и по наши дни. Вот, очень интересно узнать будет опять-таки, в разрезе истории, как все происходило, какое влияние кинематограф оказывал на события, и события на кинематограф какое влияние оказывали. Вот. Очень интересно послушать. Вам слово, Ирик. Спасибо большое, Алена. Добрый вечер, участники сегодняшнего лектория. Вот не прошло и недели, как мы с вами в предыдущий раз встречались, и вот сегодняшняя лекция у нас будет посвящена дальнейшему развитию кинематографа в Республике Башкортостан, а именно начиная с 1928 года, ну и по настоящее время. Ну, итак, давайте кратко вспомним, чему была посвящена предыдущая лекция. Ну, мы в целом говорили о том, каким образом вообще зарождался кинематограф в мире, какие шаги сделал кинематограф до того момента, как в конце XIX века известные французские изобретатели, братья Люмьер, наконец-то в 1895 году изобрели этот знаменитый синематограф, который они впервые запатентовали. И, по сути говоря, стали изобретателями кинематографа в современном нашем понимании. То есть стран, которые также изобретателей разных было много, но вот именно братья Люмьер являются основателями кинематографа. Дальше мы с вами говорили о том, что в 1896 году, то есть на следующий год после изобретения синематографа и показа первого кинофильма в парижском Гран-Кафе, вот в 1896 году в Санкт-Петербурге был показан кинофильм. То есть таким образом кино достигает пределов нашей страны, то есть тогдашней Российской империи. А уже на следующий год, то есть в 1897 году, кино впервые достигает территории Уфы, и жители нашего города замечательного получили возможность также смотреть различного рода кинофильмы. Вот Алена правильно сказала, что первые кинофильмы отличались тем, что они имели такой балаганный, развлекательный характер. И зрители, которые посещали тогдашние кинотеатры, в основном делали это для того, чтобы провести свое время, развлечься. То есть кинофильмы тогдашние отличались тем, что продолжительность их была довольно небольшой, там в районе 40-45 секунд, да, 50 секунд. Некоторые фильмы достигали там порядка 1 минуты, 2 минут. То есть вот такие коротенькие сюжеты, ну, сравнимые, как там, ролики сегодняшние в Ютубе там или в ТикТоке. Поэтому поток зрителей вот такой вот нескончаемый был, да, то есть одна часть зрителей уходила, другая часть как бы уже ждала на улице, входила, то есть поток был такой вот довольно частый. И вот даже русский философ, известный русский философ, культуролог Михаил Бахтин даже придумал такой термин карнавализации. То есть это вот то, что отличало первые кинофильмы именно от современных, даже тех фильмов, которые начали сниматься в более позднее время.
Именно поэтому вот первые кинофильмы, они не рассматривались многими как равные вот классическим традиционным видам культуры, искусства, таким как театр, или художественная культура, или изобразительное искусство и многим другим видам искусства. А, Поэтому вот такое вот у людей было даже пренебрежительное отношение в целом к кинематографу. Но ситуация начинает резко меняться где-то уже в конце десятых годов 20 века, когда режиссеры начинают снимать более-менее такие серьезные кинофильмы, которые вот начинают иметь для людей ну, какие-то такие последствия, то есть люди начинают задумываться о каких-то вещах. И уже вот в середине десятых годов ситуация полностью меняется, и то есть из развлекательного характера кино постепенно начинает иметь такие более строгие очертания, то есть которые присущи вот для кинофильмов более современного периода. Ну вот, скажем, первые кинофильмы, да, давайте вспомним, не знаю, повторение – это мать учения. Вот первый кинофильм, который был снят на территории нашей республики, а именно на территории Уфимской губернии, это были проведены съемки во время похорон муфтия Духовного управления мусульман Башкортостана или Дум РБ, то есть не РБ, а Дум тогдашней Уфимской губернии. Вот во время похорон муфтия Мухаммеда Султанова были проведены съемки. Дальше в том же году известный русский режиссер Владимир Гардин снял во время поездки в Москву, он остановился на территории нашей республики и снял фильм под названием много ли человеку земли надо, то есть по мотивам повести Льва Толстого под таким же названием. То есть это вот первые такие фильмы, которые были сняты на территории нашей республики. Но затем уже мы знаем, что в России начинаются драматические, я бы сказал, трагические события. Это годы гражданской войны, это голод 1921-1922 годов. Естественно, это время характеризуется кризисным явлением в кинематографе, то есть фильмы снимаются в очень малом количестве. Но даже несмотря на это, вот, некоторые режиссеры даже умудрялись снимать, проводить киносъемки, в частности, во время гражданской войны, вот, снимались батальные съемки. Например, в 1919 году у нас в Уфе тоже были проведены некоторые киносъемки. Вот, в частности, в 1919 году был снят фильм под названием «Колчаковский фронт». Ну, к сожалению, многие вот пленки вот тогдашнего времени, они, к сожалению, были утеряны. Поэтому вот сегодня мы не имеем возможности смотреть эти фильмы. Ну, режиссеры вот оставляли свои дневники, в которых очень подробно записывали, каким образом они проводили съемки, что они снимали, почему они были заинтересованы. В частности, очень интересные записи можно прочитать у режиссера Владимира Гардина во время его поездки по территории нашей республики и каким образом проводились съемки его фильма. И вот, ну, вот постепенно переходим вот к середине 20-х годов, и именно в это время кино начинает более-менее оживать, и постепенно начинают происходить новые съемки. Чем это было связано? Ну, поскольку я уже говорил, что большевики, и в частности лидер большевистской партии Владимир Ленин, они, естественно, очень серьезно рассматривали киноискусство. Даже я приводил пример слова, да, Ленина в беседе с Луначарским. Он говорил о том, что важнейшим из всех искусств для нас является кино. Да? Таким образом, отношение коммунистов к кинематографу было очень серьезным, поскольку они уже тогда рассматривали кинематограф как в таком
пропагандистском, да, пропагандистском мотиве. То есть они, как правило, вот любые выступления агитаторов, различного рода пропагандистов, лекторов всегда вот сопровождали различными показами кинофильмов. И вот и мы достигаем уже вот пределов начала сегодняшней лекции. То есть почему именно выбрана дата 1928 год. А это было связано с тем, что именно в этом году, а именно в марте месяце, в Москве прошло совещание, всесоюзное совещание кинематографистов, где, значит, было принято решение, что нужно более конкретно и строго приходить именно к вопросам кинематографа, к съемкам новых фильмов. То есть нужно к этим вопросам относиться более серьезно. Именно поэтому вот многим промышленным предприятиям тогдашнего времени были даны, значит, следующие инструкции, что нужно производить больше различного рода аппаратуры, да, связанной с киносъемками. И вот начиная с этого времени количество как киноаппаратуры, да, и связанное с этим количество киносъемок резко увеличивается. Вот, например, в годы первой пятилетки, что такое пятилетки? Это вот, то есть экономика, то есть это уже было завершение года НЭПа были как бы уже завершены, да, и в конце 20-х годов большевики во главе со Сталином перешли уже полностью к плановой экономике, то есть когда вся экономика в командно-административном смысле, да, она регулировалась полностью государством, все предприятия были национализированы, вся собственность была национализирована. И вот лидеры большевистской партии, значит, начали объявлять вот эти пятилетки. Да, их было очень много. И вот первая пятилетка датировалась 1928-1932 годами. И вот во время первой пятилетки, значит, кинематографисты по прошествии этих лет отчитывались об успехах, которые были у них именно в плане съемок кино. И они, в частности, говорили о том, что за этот период количество как стационарных, так и передвижных кинотеатров в Башкортостане увеличилось аж в 2,5 раза. И вот к празднованию 10-й годовщины образования Башкирской автономной социалистической советской республики, а именно в 1929 году, киноработники подготовили довольно подробный отчет. Ну, я смотрел этот отчет, и кратко, если охарактеризовать этот отчет, то можно сделать вот такие основные цифры можно привести. Ну, они, в частности, говорили о том, что практически во всех городах, а также в 62 районных центрах были построены стационарные кинотеатры, то есть там проводились уже регулярные показы различного рода кинофильмов. Дальше вот они говорили о том, что в 34 районах республики работали так называемые звуковые стационарные установки. Дальше в 28 районных центрах действовали так называемые звуковые передвижки, то есть, скорее всего, такие передвижки существовали именно в таких отдаленных районах, где отдаленные от Уфы районах, где, скорее всего, не было дорожной инфраструктуры, к которым добраться было очень сложно. То есть вот такие основные итоги, успехи кинопроизводства можно привести в конце 20-х, 30-е годы 20 века. Ну и, наконец, такой успех, естественно, прогресс в кинопроизводстве остановился с начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Но если вот вкратце охарактеризуем
те фильмы, которые были сняты в 30-е годы, то здесь можно вот сказать следующее, а именно, что уже к 30-м годам кино стало такой универсальной машиной именно формирования идеологизированных образов. То есть мы с вами из курса истории культуры знаем, что уже в конце 20-х годов в Советском Союзе уже как бы повсеместно устанавливается так называемый период социалистического реализма, да, или вкратце соцреализм, то есть многие сферы культуры и искусства были вот подвержены так называемой партийной установке, да, партийной установке на именно показ через вот разного рода искусства, именно сюжеты, связанные с восхвалением советского режима. Эти образы, конечно, достигают прежде всего таких видов искусства, как изобразительное искусство, музыка, театр. Ну и, конечно, не исключением было и киноискусство. И вот уже к началу 30-х годов киноискусство полностью было идеологизировано. Уже в 1923 году, вот, в частности, правительством было озвучено, что перед фотокиносекцией, то есть это вот официальный такой орган власти, который регулировал именно отношения в киноиндустрии, так скажем, да, вот, значит, было сказано, что перед ними стоит задача укрепления кинематографического производства. И посильную помощь вот, в этом деле оказывали, конечно, киноработники, которые приезжали из центра, то есть из Москвы. Вот, в частности, в 1923 году у нас в республике побывали представители из Госкино, это самый высший орган, да, который регулировал отношения в сфере кинопроизводства. И вот, то есть они приезжали к нам в республику не только для того, чтобы давать какие-то установки, но и они успели сделать некоторые киносъемки. Вот, в частности, они сняли некоторые эпизоды, связанные вот с деятельностью уральской промышленности. В частности, они успели заснять кадры по работе Белорецкого гвоздильного завода. Но, однако, пленка этих киносъемок была утеряна, да, и также сегодня мы не имеем возможности их наблюдать. Дальше, в 1925 году, во время первомайских празднеств, также были сняты некоторые съемки. Дальше, в 1930 году, известный советский режиссер Николай Анощенко снял документальную ленту, которая была посвящена нашей республике. Она называлась «Советская сказка», ну, или она имеет другое название «Красная Башкирия». Но поскольку кино было уже полностью подвержено как раз вот этому веянию соцреализма, естественно, этот фильм был снят с элементами соцреализма, да, то есть когда всячески восхвалялись именно работники сельского хозяйства, да, тогдашних колхозов, совхозов. Естественно, это же как раз был период, когда вот, колхозное строительство происходило, то есть происходила коллективизация так называемая, когда многих крестьян переводили на колхозное хозяйство. И вот для того, чтобы людей, да, пропагандировать людей, именно вступать в эти колхозы, а ведь многие, да, крестьяне, естественно, образом были против, да, вступления в колхозы, то есть это не было таким массовым явлением. Было очень много крестьян, которые не хотели вступать в колхозы, хотели сохранить свои индивидуальные хозяйства. Ну вот, режиссеры, работа этих режиссеров были направлены на то, чтобы спропагандировать крестьян вступать в колхозы, позже в совхозы.
Ну и в процессе работы, значит, Николай Анощенко, он очень заинтересовался жизнью тогдашней республики. И помимо вот основной своей работы, он еще успел снять короткометражную работу под названием «Башкирка». То есть эта короткометражная лента была посвящена башкирской лошади, то есть которая очень много была описана не только в башкирском фольклоре, но и в трудах многих видных, великих, можно сказать, да, русских писателей, поэтов. И вот такая короткометражная картина была тоже снята. Дальше вот Николай Анощенко был очень плодотворным, да, режиссером в этом плане. И вот уже в том же году, в 1930 году, ему удалось снять еще один документальный фильм, который назывался «На границе Азии», которая тоже была посвящена живописным местам, которые находились на территории нашей республики. И вот тогда же в газете «Красная Башкирия», а это считалось главной газетой, да, тогдашней республики, даже вот вышла специальная статья, которая говорила о том, что со временем республика станет ареной для киносъемок. Но основной задачей, да, вот этих всех документальных фильмов было показать современное состояние республики и наметить какие-то ближайшие будущее, да, для Башкирии. То есть вот такие вот фильмы снимались в конце 20-х, 30-е годы. И здесь, конечно, очень важное место вообще в целом в развитии кинематографа в республике играет такой кинофильм, как «Салават Юлаев». «Салават Юлаев» — это задумка этого фильма. Задумка снятия такого фильма была еще сделана в начале 30-х годов. В частности, такой режиссер, как Яков Протазанов, он является режиссером, да, данной ленты. И вот здесь необходимо сказать, что обращение к образу Салавата Юлаева было сделано вот в самом начале 30-х годов. В частности, был такой известный сценарист Павел Воеводин. Он был, кстати, одним из руководителей советской кинопромышленности. И вот он написал сценарий даже к будущему фильму, но этот сценарий, к сожалению, был не воплощен в жизнь. И уже в дальнейшем к этой идее возвратились в октябре 1929 года, когда в Уфе прошло специальное совещание, на котором обсудили и одобрили сценарий будущего фильма. И уже весной 1930 года, значит, съемки этого будущего фильма, значит, был поставлен в план так называемой кинофабрики «Восток-кино». Но опять-таки замысел на этом остановился. И к замыслу снять фильм о Салавате Юлаеве возвратились только в 1940 году, когда вот известный советский режиссер Яков Протазанов приступил к воплощению этого фильма. Но здесь сразу необходимо сказать, что образ Салавата Юлаева, он постепенно начал героизироваться, и вот в конце 30-х годов, а в частности в 1936 году, первым, кто впервые воплотил на экране образ Салавата Юлаева, был режиссер по фамилии Мухитдинов.
В частности, в фильме ленинградского режиссера Павла Петрова-Бытова, который назывался «Пугачев». И там есть сюжеты, которые вот связаны с деятельностью Салавата Юлаева. Но если вот непосредственно о фильме Салават Юлаев мы расскажем, то здесь сразу необходимо сказать, что снимался этот фильм на киностудии «Союздетфильм». Сегодня эта киностудия называется киностудия имени Максима Горького. В ролях были задействованы очень известные на то время артисты, актеры Башкирского академического театра драмы. В частности, вот на главную роль Салавата Юлаева был выбран очень известный актер тогдашний Арслан Бабаряк. И, конечно, очень замечательно он сумел раскрыть образ Салавата Юлаева. Для съемок были выбраны окрестности города Уфы, дальше берега реки Демы. Автором сценария для фильма выступил известный советский писатель Степан Злобин, который до этого успел опубликовать роман с тем же названием «Салават Юлаев». И вот по мотивам этого романа и был снят этот замечательный фильм. Кстати, фильм показали уже во время начала, после начала, да, Великой Отечественной войны в 1941 году. И вот здесь обязательно нужно сказать вот пару слов о том, как вообще менялось отношение к Салавату Юлаеву и вообще к башкирским восстаниям. Вот, к сожалению, да, вот, в социальных сетях, в других средствах массовой информации очень много приходится слышать таких негативных слов, связанных с образом Салавата, башкирских восстаний. Это, естественно, связано с тем, что многие, естественно, не знают многих моментов исторических событий. Во-вторых, конечно, на такое негативное отношение свою роль сыграли вот труды некоторых историков, в частности, вот в дореволюционное время, а также вот в первые годы советской власти вот в историографии доминировала точка зрения о том, что башкирские восстания являются такими реакционными движениями, которые были направлены против государства, против русского народа. Ну, в частности, об этом писал вот, известный русский историк дворянского происхождения. Кстати, был первым членом, корреспондентом Российской академии наук Петр Иванович Рычков, который оставил после себя огромное количество трудов, связанных с историей, этнографией республики. И вот, в частности, в одном из своих работ, в частности, «История Оренбургского», он прямо в открытую пишет, что основными причинами башкирских восстаний было то, что сам башкирский народ был по характеру такой буйный, да, народ, и он всегда вот, именно ему охота было проводить различного рода бунты, восстания. Понятное дело, что вот такое отношение, оно не имеет под собой, конечно, никакого исторического, конечно, исторической правды, да, поскольку вот если кратко мы разберемся о причинах, которые побудили башкир восставать, да, в 17-18 веках, конечно, они прежде всего кроются в самом характере башкирского подданства. Как известно, в середине XVI века башкиры, после того, как русские войска взяли город Казань в 1552 году, вот в середине 50-х годов XVI века некоторые представители башкирских племен обратились к царю Ивану Грозному для того, чтобы он с просьбой войти в состав русского государства. То есть таким образом вот к этому времени, к середине XVI века, большая часть Башкортостана входит в состав русского государства. Почему большая часть? Поскольку вот некоторые там часть Зауральского Башкортостана,
оно вплоть до XVI века оставалось самостоятельным. И поскольку это действие было добровольным, вот башкиры взяли на себя кое-какие обязательства. Прежде всего, они обязались платить так называемый ЕСАК. Дальше они обязывались нести военную службу, то есть за свой счет обязывались охранять юго-восточные границы тогдашнего русского государства. Со своей стороны русское государство обязывалось, прежде всего, сохранять так называемые вотчинные права. А что такое вотчинные права? Ну, это что-то подобное частной собственности, да, но это не совсем частная собственность, поскольку, как мы знаем из юриспруденции, частная собственность – это право владения, распоряжения и пользования, да, право владения, распоряжения и пользования. Вот если у башкир в то время сохранялось право владения и пользования, да, то вот права распоряжения у них не было. То есть башкиры не имели права продавать свои земли. Это право у них появилось только в 1736 году в результате царского указа, когда вот башкиры начали продавать свои земельные наделы. Дальше, со своей стороны, также русское государство обязывалось не вмешиваться в религиозные и языковые вопросы. И, в принципе, почти вплоть до середины XVII века Россия не нарушала условия этого договора. То есть какие-то моменты мелкие были, но вплоть до середины XVII века Россия практически планомерно поддерживала вот эти вот договорные отношения с башкирами. Но постепенно со стороны русского государства начинаются некоторые моменты нарушения этих договоренностей. В частности, начинается строительство различного рода крепостей, заводов на территории, населенных башкирами. Кроме того, начинаются некоторые попытки вмешиваться в дела религии и так далее, и так далее. То есть именно вот эти факторы стали именно причинами начала башкирских восстаний. Если вот мы говорим о характере башкирских восстаний, то здесь мы прежде всего должны иметь, что это вот лежит именно в плоскости таких договорных отношений между башкирами и русским государством. То есть кратко их можно даже вот сравнить с современными договорными отношениями. Ну, в частности, мы знаем, что сегодня не только у нас в стране, но и в мире совершается огромное количество различных, подписывается различных договоров, тысячи, десятки тысяч договоров. Естественно, первое условие договорных отношений является его добровольность. И вот для соблюдения условий договорных отношений, естественно, в современном мире предусмотрено огромное количество разных инструментов, начиная от самозащиты, да, своих прав, вплоть до судебной защиты. И вот теперь давайте представим на минуточку, да, переместимся в век 17 или 18 век. Естественно, ни о каком суде или никаких других органах власти, которые бы занимались продвижением в жизнь условий договорных отношений, естественно, не было. Поэтому единственным способом защиты от своих нарушенных прав было, конечно, вооруженные восстания, которым башкиры очень активно пользовались. Был, конечно, и другой путь. Это путь смирения, то есть полностью как бы отдаться воле русского государства, да, и никак не сопротивляться, да, вот этим поползновениям, связанным вот с нарушением договорных отношений. Но вот башкиры выбрали другой путь, то есть путь вооруженных восстаний. И вот историки, в частности, говорят о том, что
в 17-18 веках башкиры поднимали около 200 восстаний. Какие-то восстания были очень крупными, какие-то мелкими. Но вот если примерно посчитать, то количество их доходит до 200. Ну, почему я так подробно говорю об этих вещах? Ну, поскольку очень важно, да, проговорить вот такие моменты. И вообще в целом, как менялось отношение ученых и общества в целом, да, к башкирским восстаниям и к образу Салавата Юлаева. Ну, понятное дело, если мы говорим об образе Салавата Юлаева, то вот к этому времени уже историки начинают всячески героизировать образ Салавата. Не случайно именно вот в годы войны этот фильм был показан, то есть для того, чтобы у людей проснулись патриотические чувства, да, в годы такой кровопролитной войны. То есть вот каким образом развивался кинематограф до военный период. И давайте поговорим о послевоенном времени. Естественно, после войны происходит процесс так называемый малокартинья, да, малокартинья, то есть кино снималось в очень малом количестве. Связано это было не только с тем, что страна испытывала такие трудности, связанные с послевоенной разрухой, но также и с тем, что, как правило, постановке кинофильмов в то время доверялось только режиссерам с большим именем, да, то есть известным режиссерам, которые имели известность, да, в стране. И вот такой период продолжался вплоть до середины 50-х годов, когда вот в Башкирии, в республике начинают сниматься снова кинокартины. И первая киностудия, которая начинает снимать фильмы на территории нашей республики, была Свердловская, знаменитая Свердловская киностудия, которая, в частности, вот в середине 50-х годов обращается к башкирской теме. В частности, в 1955 году в Уфе прошла так называемая декада башкирской литературы и искусства, по результатам которого было принято решение снять фильм. И первый фильм, который был снят уже после завершения Второй Великой Отечественной войны, был фильм под названием «Журавлиная песнь». В котором главные роли исполнили солисты Башкирского государственного театра оперы и балета. В частности, постановкой либретто занимался известный легендарный башкирский балетмейстер Файзи Каскаров. А сценаристом этого фильма выступил известный советский писатель Анвар Бекчентаев. Ну, если мы говорим о сюжете этого фильма, то здесь речь идет о башкирской народной легенде, о любви пастушка по имени Юмагул и красавицы по имени Зайтунгуль. Ну вот съемки проходили очень долго, и фильм вышел на экраны только в 1959 году. И здесь необходимо сказать, что Свердловская киностудия, конечно, в этом плане была очень успешная. То есть она снимала довольно много фильмов на территории нашей республики. Вот, например, по прошествии около 20 лет, в конце 70-х годов, Свердловская киностудия снимает новый фильм
по мотивам пьесы Мустафы Карима, которая называется «В ночь лунного затмения». Режиссером этого фильма выступил известный советский режиссер Барас Халзанов. Но если в целом говорить о картине, ну, я просмотрел эту картину несколько раз, и, конечно, картина оставляет довольно такое гнетущее состояние, да, очень такой мрачный, да, в мрачных тонах снят этот фильм. И, в частности, вот, драматург, да, в частности, Мустай Карим тоже очень неоднозначно отнесся к этой картине. Но в целом фильм был показан в целом практически во всем Союзе, да, и в целом было очень хороших откликов на этот фильм. Дальше вот такая очень известная работа была сделана в 1968 году. Вот вслед событиям гражданской войны в Башкирии был снят фильм, который назывался «Гроза над Белой». «Гроза над Белой». Снят этот кинофильм был уже в другой киностудии, а именно Ленфильм, тоже очень крупная киностудия советская. Режиссерами этого фильма выступили известные режиссеры Немченко и Чаплин. Съемки проходили тоже на территории нашей республики, в частности, окрестности Уфы. Также были показаны сцены переправок красноармейских частей через реку Белой у деревни Красный Яр и во время боев с колчаковскими частями. Дальше следующие кинофильмы, которые также были сняты на территории нашей республики, были сделаны в съемке в 1978-1983 годах, а именно в это время Мосфильм, очень крупная, да, киностудия советская того времени, снимала известные фильмы, которые очень многим нравятся, да, и по сей день. Это вот фильмы, которые были сняты по романам Иванова. Первый фильм называется всем известный «Вечный зов», и другой фильм «Тень исчезает в полдень». Довольно известные фильмы. В частности, на территории Белорецкого, современного Белорецкого района, вот, были сняты вот эти фильмы. Дальше, в конце 1970-х годов, вот Мосфильм, киностудия Мосфильм снова обращается к башкирскому фольклору. И вот было запланировано, что к Московской Олимпиаде, которая, как известно, проходила в 1980 году, была снята кинолента под названием «Всадник на золотом коне». Режиссером этого кинофильма выступил известный режиссер Владимир Журавлев. Этот кинофильм тоже был поставлен на основе сюжетов древних башкирских легенд и сказок. Фильм был был принят горячо в целом Союзе. И даже вот режиссер Журавлев был удостоен республиканской премии имени Салавата Юлаева. То есть, таким образом, в 60-е, 70-е, 80-е годы на башкирскую тематику, да, и съемки на территории нашей республики проводили три крупных киностудии, которые тогда имелись. Это прежде всего Свердловская киностудия, которая является регион, который является нашим соседом. Дальше киностудия Ленфильм, которая находится в Санкт-Петербурге, а тогда в Ленинграде. Ну и, наконец, Мосфильм, да, то есть это самая крупная киностудия, которая находилась в Москве. Но в целом, если говорить об этих картинах, то есть были картины очень успешные, которые очень тепло
были восприняты зрителями, были картины, которые критически воспринимали зрителями. Но, несмотря на это, количество киносъемок увеличивается в эти годы. Если говорить о 80-х годах, то в республике в это время и вообще в целом в Союзе отмечается рост кинофотолюбительства, то есть огромное количество возникают по всему Союзу вот таких организаций, которые вот занимаются любительскими съемками кино, фотографий. И вот, в частности, если мы говорим об Уфе, в нашей республике, то в Уфе создается довольно известный уфимский кинофотоклуб, который называется «Агидель». Он, в частности, был организован еще в 1976 году, но вот в конце 80-х годов, то есть за 10 лет своего существования, он, в частности, был отмечен даже в Москве, в частности, вот в Москве, в ВДНХ, ему даже этому фотоклубу «Агидель» был вручен специальный диплом за успехи в сфере фотоискусства. То есть, вот кратко, если говорим о киноискусстве послевоенного периода. Ну и вот, наконец, мы с вами переходим к современному состоянию киноискусства в республике. То есть мы имеем в виду, конечно, кинематограф, как он развивался именно после распада Советского Союза. То есть это начало 90-х годов и по настоящее время. И вот одним из первостепенных направлений в кинопроизводстве уфимского телевидения, в это время уже уфимское телевидение вовсю работало, была экранизация художественных произведений башкирских авторов. И вот один из таких примеров является кинофильм, который называется «Башкирская свадьба» или «Башкортуе». Режиссером этого кинофильма был известный башкирский режиссер Исмагилов. В частности, этот фильм был снят по мотивам пьесы известного башкирского фольклориста Мухаммеда Буранкулова вот под таким же названием. В частности, в основе этого фильма лежали башкирские свадебные обряды. Дальше, ну, если мы говорим непосредственно о возникновении киностудии в нашей республике, то этот процесс, конечно, непосредственно связан с именем известного, знаменитого башкирского режиссера Амира Абдразакова, который был выпускником московского ГИТИСа, то есть очень известное учебное заведение, да, киношное. И в частности, вот если мы говорим кратко о его творческой биографии, то в частности за всю свою жизнь он успел снять 26 кинопленочных картин, а также 18 видеофильмов. Среди них вот такие работы, как Ахмед Заки Валиди Таган, Акмулла, Песнь моего народа, Свадьба, Ишмулла, Крылья души, Загир Исмагилов и другие. То есть по названиям этих картин мы можем видеть, что Амир Абдразаков обращался к тем темам, которые в советское время не то что находились под табу, да, но они не пользовались большой популярностью. Именно Амир Абдразаков первый из башкирских режиссеров начал обращаться к тем темам, к которым в советское время было не принято обращаться. В частности, вот именно проблематика его кинокартин всегда преследовала одну цель. Это именно показать национальные, духовные традиции башкирского народа. Дальше пробудит в аудитории горячий интерес к истории родного края. В частности, вот Амир Абдразаков был создателем первых башкирских телесериалов.
То есть мало кто про это знает. Например, вот телесериал, который был снят в 1994 году под названием «Кинзя», который состоял из нескольких серий. И, например, вот уже в 1970 году вот он успел снять тоже башкирский сериал под названием «Золото собирается крупицами» по мотивам романа Янубая Хамматова под таким же названием. Кроме съемок непосредственно кинофильмов, Амир Абдразаков также занимался тем, что он занимался съемками именно клипового искусства. Да, он снимал клипы именно на различного рода музыкальные сюжеты. В частности, по мотивам башкирских песен, вот он сумел создать серию таких музыкальных клипов под названием «Песни моего народа». И вот специальным решением правительства от 25 мая 1990 года в городе Уфе была образована киностудия «Башкортостан». И первым ее руководителем и незаменимым руководителем на долгие годы стал именно Амир Абдразаков. И вот первые работы, которые вышла именно на базе этой киностудии, была документальная лента известного башкирского режиссера Малика Якшимбетова, которая называется «Врата свободы». Фильм тоже очень оставляет такое гнетущее состояние, но в целом этот фильм был антисоветским. То есть, время было такое, да, то есть, когда начали снимать такие откровенно антисоветские фильмы. Дальше, в 1994 году на киностудии «Башкортостан» стали выпускаться уже анимационные фильмы. И вот в 2018 году киностудии «Башкортостан» было присвоено имя первого ее руководителя Амира Абдразакова. То есть, таким образом, если мы в целом охарактеризуем развитие кинематографа у нас в республике, то, конечно, кинематограф республики, он прошел, в принципе, тот же путь, который проходил кинематограф не только у нас в России, но вообще в целом мире. То есть первоначально фильмы имели такой развлекательный, балаганный характер. Дальше, в более позднее время, начали сниматься более серьезные работы. И, наконец, уже вот в 50-е, особенно в 60-е годы в Советском Союзе начали сниматься уже называемое авторское кино. Вот, например, известный исследователь кино Игорь Беленький писал про кино 1960-х годов. Именно в эту эпоху кинематограф из смеси недоискусства и промышленного производства превращается в полноценный вид искусства. То есть под этим подразумевается возникновение именно художественного замысла, авторского слова в кинематографе, пусть даже функционирующего в рамках цензурных ограничений, да, которые, в частности, очень активно проявлялись в годы советской власти. И вот исследователи, в частности, отмечают, что даже на в целом политизированной почве советского кино в 1960-е годы начали пробиваться такие ростки именно фильмов нового типа, когда авторы ставят во главу угла не идеологию, да, господствующую в стране, но творчество. Именно в 1960-е годы появляется башкирское телевидение, и в это время начинаются уже съемки самостоятельные в республике. И если мы говорим об этих фильмах, конечно, здесь они имели именно национальную тематику, да, национальную тематику. И прежде всего они служили именно желанию режиссеров показать красоту родного края,
дальше рассказать о многих знаковых личностях, да, которые известны в истории нашей республики. Дальше с появлением киностудии уже в начале 90-х годов этот процесс, конечно, становится еще более очевиден. Сегодня в нашей республике выпускаются фильмы в разных жанрах. То есть снимаются как документальные, так и игровое кино, анимационные фильмы, художественные фильмы. И вот профессиональное кино постепенно набирает особую силу. И, конечно, таким очень судьбоносным, можно сказать, явлением в жизни кинематографа был 2016 год, когда этот год был объявлен годом российского кино. Именно в это время снимается довольно большое количество фильмов, и они связаны вот с именами очень известных башкирских режиссеров. Это, конечно, прежде всего здесь нужно сказать о Булате Юсупове, да, это известный башкирский режиссер, выпускник ВГИКа. В частности, он прославился очень известными работами. Одна из первых его работ называется «Визит». «Визит» этот фильм был посвящен памяти легендарного танцовщика и балетмейстера, уроженца Уфы Рудольфа Нуриева. Дальше следующие его известные исторические работы – это работа под названием «Бабич» и «Первая республика». То есть это полнометражные художественные фильмы, которые имеют под собой исторические корни, то есть они посвящены событиям в республике в первые годы существования Башкирской автономной Советской Социалистической Республики. Ну, дальше такие работы, как «Долгое-долгое детство», то есть по мотивам повести Мустая Карима под таким же названием. Или, вот, например, фильм «Стеклянный пассажир». То есть вот такие вот фильмы снимаются. Дальше следующий режиссер, который по праву считается очень знаковым в республике, является, конечно, молодой башкирский режиссер Айнур Аскаров. Он выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, а также Академия кинематографического и театрального искусства имени Никиты Сергеевича Михалкова. В частности, вот он снял не только короткометражные работы, да, но он известен именно тем, что снял на большом количестве полнометражных работ. В частности, такие очень известные его работы, как «Еңмеш», переводится как «Настырный». Речь идет о маленьком мальчике, да. Дальше фильм под названием «Горький мед». Дальше работа такая, как «Пусть ветер унесет мои слова». Ну, из более таких новых работ, например, очень известный его кинофильм под названием «Из Уфы с любовью», который был воспринят тепло зрителями не только в нашей республике, но и в целом России. Или такая относительно новая работа «Отряд Тайканов», тоже по мотивам произведения Мустая Карима. А также вот очень новая работа, несколько лет, это кино под названием «Семья года». Такая комедийная в целом кинокартина, посвященная вот современной республике, да, событиям современной республики. Дальше здесь, когда мы говорим также об известных режиссерах башкирских, здесь, конечно, тоже нельзя не упомянуть о режиссере Айсуваке Юмагулове. Он тоже выпускник ВГИКа, как и Булат Юсупов. Он известен тоже по ряду работ, в частности, такие работы, как «Ловец ветра», также работа
под названием «Ятыга», которые тоже имели большой успех не только в республике, но и вообще в российском масштабе. В частности, в картине «Ловец ветра» принимали участие очень известные актеры, в частности, Марат Баширов, да, Марат Баширов тоже был задействован в этом фильме. Ну и в целом, когда мы говорим о развитии кинематографа в современной республике, то здесь, конечно, прежде всего необходимо сказать, что те фильмы, которые снимаются именно в рамках киностудии Башкортостана, они, конечно, имеют такое строгие границы, да, то, что связано с финансированием, да, то есть они финансируются прежде всего бюджетом и, естественно, не имеют очень такого коммерческого успеха, да. А вот те фильмы, которые вот сняты именно в рамках частных кинокомпаний, в частности, Оскар фильм, который вот принадлежит Айнуру Оскарову, или «Живая лента», которая принадлежит Булату Юсупову, да, в рамках вот этих киностудий снимаются очень такие замечательные кинофильмы, которые пользуются большим спросом и, естественно, очень содержательные, да, именно в таком киношном отношении. Дальше вот нельзя также не сказать о тех молодых башкирских режиссерах, которые подают очень большую надежду, да, на то, что башкирский кинематограф в дальнейшем тоже очень сильно будет развиваться. В частности, вот один из таких очень известных молодых башкирских режиссеров – это Рустем Шайхутдинов. В частности, он снимает пока короткометражные фильмы, но его фильмы очень содержательные, со смыслом. В частности, вот недавно мы посмотрели короткометражный фильм, хотя он на 40 минут, но я думаю, этот фильм вообще в будущем обязательно должен иметь полный метр. Это вот фильм под названием «Хайбулла», который посвящен событиям в республике 1921-1922 годов, именно во время голода, то есть посвящен трагическим событиям именно в первые годы существования советской власти. Дальше у него тоже есть короткометражный фильм «Ятим», тоже посвященный вот трагическим событиям в жизни, вот, в частности, своего дедушки, когда он вот в годы войны, в годы советской власти потерял много своих родственников. То есть таким образом, если вот мы подытожим наши две лекции, то здесь, конечно, необходимо сказать о том, что кинематограф в республике имеет очень давние традиции. То есть кинематограф зародился еще в конце XIX века. В 1897 году начали показывать первые фильмы. Затем постепенно количество кинофильмов увеличивается. Затем уже в более позднее время уже начинаются полноценные самостоятельные съемки, да, в республике. Но в годы советской власти количество лент увеличивается, они начинают обретать фильмы обретают уже такой идеологизированный характер, направленный на пропаганду именно таких коммунистических идей. Дальше в середине и во второй половине 20 века, то есть 50-е, 60-е годы, появляется так называемое авторское кино, когда авторы снимают уже более такие серьезные фильмы, которые не базируются именно на идеологии советской. Дальше уже в современное время, да, то есть с начала 90-х годов, когда в республике образуется киностудия Башкортостан, уже количество кинофильмов увеличивается, появляется совершенно новая тематика, которая была не присуща для советского времени. Режиссеры обращаются к таким темам,
которые связаны с историей нашего края, обращаются к таким темам, как знаменитые персонажи истории нашего края. В современной республике есть довольно целая плеяда очень талантливых кинорежиссеров, которые снимают очень талантливые фильмы, которые очень содержательны, которые пользуются большим спросом не только у населения нашей республики, но и в целом имеют успех и на всероссийском, даже на мировом уровне. Да, вот некоторые, вот, например, работы, в частности, Айнура Аскарова, Булата Юсупова, даже получали международные премии, то есть они пользуются довольно большой популярностью. И вот я считаю, что у башкирского кинематографа должно быть большое будущее. То есть у нас, у башкирского народа, очень героическое прошлое. И я считаю, что кинематограф, он очень, во-первых, должен очень хорошо финансироваться. И то есть недостатков в сюжетах, да, исторических сюжетах мы не имеем. И мы вот обязательно должны снимать такие очень серьезные исторические работы, которые будут пользоваться большим спросом и большим авторитетом не только в республике, но и в России. Таким образом, вот мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию. И вообще мы подводим итог наших 2 лекций. Вам спасибо за то, что слушали. Спасибо организаторам за то, что дали возможность выступить на вашей площадке. Да, Ирик, спасибо вам большое. Очень интересно сегодня был экскурс, опять-таки, в историю. Спасибо, что заострили внимание на событиях, которые описывались в фильме «Салават Юлаев». Как бы исторически, ну, напомнить о том, что происходило, как это происходило, очень важно, я считаю. И в целом сегодня вы открыли для меня несколько имен, режиссеров, которых мне хотелось бы посмотреть и как бы соприкоснуться конкретно с тем, что делали они про наш край. Это очень здорово и интересно. Еще для меня было таким открытием, что такие знаменитые картины, как «Вечный зов», и «Тени исчезают в полночь», в полдень, да, снимались на территории нашей республики, хотя там, по-моему, что-то про тайгу, про Сибирь, вот что-то про такое показано, да, хотя наша природа, она настолько как бы красивая и богатая, почему бы не снимать, вот как вы сейчас сказали, про наш край. Исторически очень много важных событий у нас было, и действительно вот вы мои мысли тоже озвучили, что с финансированием, конечно, жалко, что так происходит, что нет большого финансирования, которое позволило бы развивать вот эту индустрию у нас. А так, в целом, ну, очень, очень познавательная сегодня была лекция. Еще, кстати, у Айнура Аскарова, по-моему, прямо сейчас идет в прокате фильм «Помилование», тоже по повести Мустай Карима. Вот тоже Да, я кстати, я еще не забыл про это. смотрела. Да, вот как бы я и сама себе просто тоже напоминаю, что я вот все хотела тоже посмотреть этот фильм. Я думаю, здорово получилось у него. Вот. Ну, еще раз вас благодарю. Очень познавательно, очень интересно. Мы очень рады тому, что вы на нашей площадке, да, действительно нашли время, подготовили материал и так здорово рассказали. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, может быть, у кого-то, если вопросы какие-то есть? Ну, нет, я думаю, уже бы написали в чате. Ну, вы, как и в прошлый раз, все очень емко рассказали, что, думаю, даже тут вопросов-то не может возникнуть. Вот. Благодарю, успехов вам в вашей деятельности преподавательской, творческой. Приятно было с вами поработать. Спасибо. До свидания. До свидания.